Война тогда закончится совсем, когда в бою последний павший воин, без имени и неизвестный всем, с почетом будет похоронен. В лесах, на реках вновь костры горят, и из лесов смоленских поднимают останки командиров и солдат. Их дети, внуки, что войны не знают. Сюда нас не романтика зовет, а просто память не дает покоя. И снова экспедиция идет на поиск, на поиск, на поиск. Желаю всего хорошего. Возвращаться живыми, здоровыми. На параде будем сейчас с Богом. Давай. С Богом, давайте. Удачи, все хорошо, все нормально было. Первый ряд, третий справа. Давай, давай. Медальон. Пока. Пробитых касок выстроился в ряд. Их мать-земля встречает поименно, защитников сынов своих солдат, вернувшихся войною опаленных. Сюда нас не романтика зовет, а просто память не дает покоя. И снова экспедиция идет на поиск, на поиск, на поиск. Закончилась 17-месячная оккупация Ржева. Город после ухода немцев представлял собой страшную картину. Сплошные развалины. Из более чем 5000 жилых домов уцелело лишь 297 зданий. Город был весь заминирован. Впереди стрелковых частей подразделений двигались саперы, проделывая в минных полях проходы. На главных улицах стали появляться таблички с надписями «Проверено, мин нет». Фаина Соболевская рвалась в родной город, как только ее освободили. Она хотела узнать, как там близкие, родные. Ее не пугали ни минные поля, ни запреты начальства. Вот как она описывает то, что предстало перед ее глазами. Из 56 тысяч населения к началу оккупации в городе оставалось примерно 20 тысяч. Когда освободили Ржев, всего несколько сотен. До сегодняшнего дня точно неизвестно, скольких жизней стоило освобождение Ржевско-Вяземского плацдарма. Существует несколько точек зрения по этому вопросу, как правило, официальные и отдельных исследователей, но все они считают именно военно-оперативные потери армии. Общие потери, убитые и раненые, по официальным данным, в 4 крупных наступательных операциях советских войск на Ржевско-Вяземском плацдарме с января 1942 года по март 1943 года составили 1 325 823 человека. По мнению многих исследователей, эта цифра занижена. Приблизительность данных о потерях на Ржевско-Вяземском плацдарме заключается еще и в том, что многие боевые действия на этом участке фронта остались вне поля зрения военных историков. Что касается потерь немецкой армии, то здесь тоже все неоднозначно. По оценкам исследователей, общие потери в боях на этом выступе составили от 300 до 400 тысяч человек. Останки многих из них, кстати, сейчас покоятся на этом немецком воинском захоронении под Ржевом. Потери Красной армии и вермахта на этом участке фронта были просто гигантскими. При всем этом в официальной истории Великой Отечественной войны о событиях на Ржевско-Вяземском плацдарме долгие годы почти ничего не говорилось. Здесь на кладбищах похоронены тысячи советских солдат. В их честь воздвигнуты памятники и мемориалы. Но до сих пор каждый год останки непогребенных воинов находят на Ржевской земле. Вычеркнуть историю Ржевского выступа, ржевских сражений из истории войны, значит предать память сотен тысяч защитников нашей Родины, сложивших здесь свои головы. Это они, солдаты, офицеры, генералы, приближали победу как могли. Это они оттянули на себя силы врага, измотали его, нарушили его планы. Без них не было бы победы под Сталинградом, не было бы взятия Берлина, и память об этом
мы обязаны хранить и передать потомкам. Журавли, журавли в синем небе, далеко, далеко от земли, И какой клин последний, там в бескрайней дали, И толпа на перроне, и оркестр гремит. Журавли, в синем небе, это те, кто погиб, на вокзал прибывают эшелоны солдат. Их цветами встречают сотни женщин, девчат. Одна увидала в небесах серый клин. Журавли улетали, и ее там один. Летят журавли, летят журавли. Просто на очередь. Если ты пытаешься, он у тебя остановился, все, ты уходи дальше. Ищешь вот места, где он просто будет уходить. Вот. И на всякий... Вы, конечно, первое время будете попадать на камни, на корни, на что угодно, но главное копать. А звук металлический, нет? Тут может быть что угодно. Я тут пару обоим снял, поэтому если бойца не забрали, то он должен быть. Вот. Ага. Точно? Да. Это может быть все, что угодно. Но ваш принцип — это копать. Пока руку не набьете, вот допустим, да, звук. Вы услышали звук? Когда поднимете, вы уже запомните, что это звучало. В следующий раз будете стучать и уже поймете, что это не ваше. Ну, вот, короче, а куда копать? Вот сейчас сюда? Ну, смотри, где у вас этот край. Туда видно, что взрыв был оттуда, то есть прилетел оттуда. Соответственно, радиус больше тут, меньше он здесь. Кидаете сюда. Но, как правило, это 100% всегда бывает. Куда кидаешь, там потом опять придется копать, потому что, как правило. Поэтому верить сразу, да, вот здесь можно? Вот ту ямку сразу щупаете. Но кому-то уже тут можно явно копать. Я говорю, это может быть камень, это может быть каска. Поэтому, слышите, да? Ну, соответственно, глубина тоже нормальная. Не, ну деревня была, вот там вы проходили вход, мы там копали, видели, было сколько. Вот это был въезд в деревню. А вот дома тут стояли накрыты. Тут немцы, естественно, фундамент так. Опять над головой костер качает дым, придет сквозь лес в обнимку с песней тишина. А мы идем искать ровесников следы, тех самых, что на четверть века старше нас.
А мы идем искать ровесников следы, тех самых, что на четверть века старше нас. Да. И больше не стареть, и песен им не петь, и что на сердце никому не высказать. Последние слова наткнулись на свинец, и над всеми обелиски высятся. Над ними то волна, то ветер ледяной, лишь пыль в летах сплетается с легендой. Ребят не воскресит ни бронза орденов, ни песни мемуаровыми лентами. Ребят не воскресить ни бронзы орденов, ни песни мемуаровыми лентами. А им хотелось жить 7 ветрам назло, 7 раз не умирают, дело верное. Вперед и встали в рост, и шли на танке в лоб с винтовкой образца 91-го. Сколько дорог мы с тобой, друг, прошли, сколько лесных мхом поросших, цели к одной и единственной шли. К памяти павших, позорно забытых, к памяти наших забытых дедов, наших забытых героев, тех, кто остался в болотах лежать, тех, кто остался в траншеях. Мы шли с тобой в дождь и град, мы шли в жару и снегопад, и пусть не раз тебя назвали мародером, пусть говорят, да плюнь на них, ведь перед совестью ты чист, ведь перед совестью ты чист, и перед Богом. Пусть говорят, да плюнь на них, ведь перед совестью ты чист, ведь перед совестью ты чист, и перед Богом. Вот это могил танкиста. Ладно, что? Когда дорогу строили, строители, нашли останки танкиста, там был медальон. Парень с Москвы. Вот. Вот она наша звездочка, которую мы нашли. Так что можете сфоткать. Не наруши. Мы шли с тобой в дождь и град, мы шли в жару и снегопад, и пусть не раз тебя назвали мародером, пусть говорят, да плюнь на них, ведь нет уж совести у них, ведь нет уж совести у них, да и не будет. Пусть говорят, да плюнь на них, ведь нет уж совести у них, и видно не было ее, да и не будет. Откуда же взяться ей, когда уже 50 лет прошло, и ты идешь в далекий трудный поезд, далекий трудный поезд тех, кто дрался здесь за нас, за всех, кто дрался насмерть здесь с врагом, за нас с тобою. Далекий трудный поезд тех, кто дрался здесь за нас, за всех, кто дрался насмерть здесь. Хороший признак. Аккуратненько, да. Сейчас нам что самое главное определить, есть ли хозяин у меня. Не одна ли она лежит, а для этого надо просто как-то... Нет, обязательно, да. Чем шире, тем лучше. Вот, и смотрите срез аккуратненько, то есть если вдруг появится белое, пупырчатое, да, значит это все, уже получается хозяин будет. Обычно кости, когда даешь, да, начинается сам. И поэтому как бы ему тоже не больно, но не хотелось бы, так сказать, еще раз повредить его составляющие. Под ржевом от крови трава на века порыжела. Под ржевом поныне шальные поют соловьи о том, как под ржевом, под маленьким городом Ржевом великие, долгие, тяжкие были бои. Под Ржевом и ночью, и днем не смолкали сражения. Поэтому череп раскол. А враг был одет, и обут, и силен, и жесток. Да, прошло через голову, прошло. Под Ржевом сжималось кольцо окружения. Под каску залетело, под каску. И наши от пуль и от голода падали с ног.
Под Ржевом болото, повсюду болото, болото. Трясина до кочки, до ямы, до редкий ивняк. И в эти болота без счета, без счета, без счета врезались герои отчаянных наших атак. Под Ржевом кровавой, свинцовой, сплошной круговерти не дрогнули славные дети родимой земли. Рванулись в прорыв окружения долиною смерти, и в этой долине бессмертие свое обрели. А ныне в долине колышется хлебное поле, а ныне в долине снимают тройной урожай. А там под землею в три слоя, в три слоя, в три слоя солдаты, солдаты, солдаты России лежат. А дома поныне все ждут их, все ждут, не дождутся. В сердцах у родных все кипит неоконченный бой. А дома все верят, надеются вдруг довернуться. Хоть в песнях, хоть в мыслях, хоть в сказках вернуться домой. Под Ржевом от крови трава на века порыжела. Под Ржевом поныне шальные поют соловьи о том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом великие, долгие, тяжкие были бои. О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом великие, долгие, тяжкие были бои. Кстати, могилу генерала Ракутина до сих пор не нашли. Проволоку, полевка. За ноги связали. За ноги тащили. Связали, да. Тащили. Ну, точно Он мне снился третий день, точнее снился третью ночь. Сперва я думал дребедень и отгонял видение прочь. Но в свете утренней зари плеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил: ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляга, вещмешок и 2 гранаты РГД, сосенки, ствол карандашом, а рядом с ней мой юный дед, пропавший без вести в войну, пробелом между страшных строк ко мне ладони протянул. Ты откопай меня, сынок. Мне Бог послал хороший день, и электричку, и такси, и взгляды сонные людей. Помилуй, Боже, и спаси. И я как будто бы здесь жил, узнал окопчик под сосной, и вдруг ночные миражи сплелись в видение одно. Из старой каски ржавый бок, а лезвие заскрежетал, и в руки мне подземный ток потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин, и я почуял боя злость, и диких трассеров огни, меня пронзившие насквозь. И замер ветер в вышине, и время свой прервало бег. И я почуял, как ко мне
Подходит сзади человек, ладонь кладет мне на плечо, и обернуться я не смог, и налетело горячо. Спаси Господь тебя, сынок. Поиски потерянной памяти, поиски потерянной жизни очень непростое занятие, если это делать всерьез. Но страны расстеленной скатерти снова кровь пролитая брызнет. Выдержишь ли ты испытание? Сам себе ответь на вопрос. Сам себе ответь на вопрос. Спаси Господь тебя, сынок. Порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Пекло, раки, пиво, Волгоград, 21 век, на поле боя до сих пор защитники стоят в виде гордых каменных героев. Часто думаю я почему-то, приходя на Мамаев курган, очень скоро настанет минута, и последний придет ветеран. И эпоха в руке у него,
в одноразовом мятом стаканчике завершится, и встретят его сослуживцы, седые мальчики. Они все его выйдут встречать на своем небесном параде, и дыры в груди, как клеймо, как печать. Я был в Сталинграде, я был в Сталинграде. Вместе с ними, легкий словно пух, полетит он сверху, наблюдая. Не святой, а просто русский дух над курганом имени Мамая. Как внизу идет земной парад, как цветы к подножьям возлагают. Про мать Родину все верно говорят, только одного не понимая: то, что меч огромный нужен ей не за тем, чтоб где-то люди ужаснулись, а держать повыше от людей, чтобы никогда не дотянулись. То, что меч огромный нужен ей не за тем, чтоб где-то люди ужаснулись, а держать повыше от людей, чтобы никогда не дотянулись. И невыносимо ей стоять, гаснет вера с поколением каждым, что не будут больше убивать. Может быть, когда-нибудь, однажды. Заброшены в кузов щупы и лопаты, что с нами солдатской дорогой прошли. Нам сосны шептали: ищите, ребята. Мы молча искали и все же нашли. Домой, брат, домой, мы с тобой уезжаем, оставив в лесах след своих сапогов. Смотри, неохотно снимается лагерь бойцов из отряда поисковиков. На поле воржи мы солдат поднимали. Ты помнишь, как долго стоял в горле ком, когда ты читал, слезы не роняя, свой первый на вахте войны медальон. Домой, брат, домой, мы с тобой уезжаем, оставив в лесах след своих сапогов. Смотри, неохотно снимается лагерь бойцов из отряда поисковиков.